Вы на канале True Gym, а это слова перед боем тренера Джастина Гейджа Тревора Уитмана. Тревор, я думаю, как тренер и бывший спортсмен, ты очень заведен перед этим испытанием. Ведь головоломка Хабиба еще никем не разгадана. Насколько тебе интересно сказать после боя «мы это сделали»? Это самое главное. С этим я просыпаюсь. И испытания такого рода для своих спортсменов я и хочу в подходящее время. Так что да, это моя главная задача как тренера — пробудить в своем спортсмене внутреннего чемпиона. Думаю, у меня это хорошо получается, так что я жду боя. Когда составляешь геймплан под бойца как Хабиб, ты наверняка смотрел много записей, и люди думают, что на этом все. Но каково, составляя геймплан, в какой-то момент начать осознавать: черт, а мой спортсмен может с этим не справиться, а вот это он может. Насколько построение геймплана строится на том, на что способен спортсмен? Ну, во-первых, я могу вам прямо сказать, что мои геймпланы всю карьеру строились на чемпионские бои. С самого начала мы строим фундамент. И как по мне, с одним моментом мы справились крайне хорошо, и это сохранять главное оружие в тайне ото всех. Ведь Джастин Гейджи, он невероятно хороший борец, его стиль борьбы абсолютно уникален. И он никогда им не пользовался, ведь поймите, довольно сложно продумывать геймплан против того, кто никогда не показывал свою борьбу, ведь борьба, она как Джокер в покере. И в боевых видах спорта она занимает самую доминирующую и контролирующую позицию из всего арсенала бойцов. В этом мы молодцы, но Хабиб лучший в том, что он делает, так что я, конечно, не говорю, мы выйдем и будем его бороть. Как по мне, это небольшой бонус, который у нас есть. Это возможность встретиться с лучшим из лучших, и я сам верю, что Хабиб лучший pound for pound. И я считаю так долгое время, хотя до него многих считали и считают лучшими pound for pound. Из-за того, с кем они дрались, но дело тут совсем не в признании. Дело в том, кто будет более стабилен. И стабильность — это то, что является ключом к величию. И если говорить про Хабиба, это качество у него есть. Они оба на таком уровне, что знают, что будут делать. Я не скрываю нашего геймплана, и да, иметь составленный геймплан — штука хорошая. Это необходимо, и к этому бою он у нас есть. Но в жизни мы тоже строим планы. Но жизнь никогда не подстроится под тебя. Тебе необходима цель, точка назначения, необходимо уметь адаптироваться. Менять план. Иногда в путешествии ломается машина, и люди такие: «О нет, где же мой план Б? Где же он?» По мне, худшее, что можно сказать спортсмену, это: «О нет, нужно срочно менять план». В эту секунду ты откровенно показываешь табличку с надписью: «Блин, мы проигрываем». По мне, необходимо адаптироваться. Мной посеяны зерна, и я крайне редко упоминаю имена соперников спортсменам, которых тренирую, ведь мы умеем визуализировать. Если я буду повторять «Хабиб, Хабиб», он будет думать о нем перед сном, на тренировке. Каждую ночь перед сном он будет думать о нем. Перед подобными боями я не одержим победой. Многие говорят: необходима победа, но как по мне, можно проигрывать раунды и все равно победить, проигрывать бои и побеждать на чемпионате. Дело в том, как ты адаптируешься, как ты учишься на ошибках. Все говорят: знаешь, если Хабиб... Все говорят: а если Хабиб его уронит? Да это лучшее, что может произойти, ведь мы поймем, что он делает. Как по мне, у Хабиба все под контролем, а нам необходимо забрать у него контроль. Мы не собираемся его вынуждать, мы будем контролировать сами себя и не дадим сломать, а Хабиб ломает людей. Джастин Гейджи — один из тех ребят, которые... Он может говорить такие вещи, которые за всю тренерскую карьеру я не слышал ни разу, и та уверенность, с которой он их говорит, это звучит очень правдиво. Он реально любит бои. И он повторяет: если мне придется умереть сейчас, то я готов на это пойти. И для меня это безумие, ведь он правда так думает. Честность перед самим собой и образами, которые ты строишь, это ключевой момент в жизни. И он выступит хорошо. Я буду им гордиться, а об исходе боя я не думаю совсем. Я думаю о выходе на бой. И о том, что я буду прав в своих решениях. И считаю, что одинаково важно хорошо выступить ему, как и мне ему в этом помочь.
В бою против Яквинты Хабиб не смог бороться и в итоге принял решение бить джебом, как... Не сказать, что как Мухаммед Али. Он не выглядел как Мухаммед Али, но... Он переключился с борьбы, начал отходить и бить джебом, прямо как Мухаммед Али. Так что... В его арсенале очень много вещей, которые позволяют адаптироваться к разным ситуациям, и... Он великий, он тот парень, который... будет для нас сложнейшим соперником, чтобы к нему адаптироваться. Изменения, вносимые им, они тоже постоянны. Я не один раз видел, как его пробивают, и он шатался, но в эти моменты он всегда сохранял спокойствие, ведь знает, как смещаться. Когда его пошатнуло, умеет этим пользоваться, чтобы затянуть тебя к себе и затем уронить. В его арсенале очень много всего. В каждом его бою я замечаю какие-то новые изменения. Сколько внимания вы уделяете ударке Хабиба? Его ударка прекрасна. Хотя многие люди не понимают, какой ударкой он обладает. Если говорить о бое Хабиба и Мейвезера, не думаю, что он справится. Как по мне, Конор покажет себя лучше в боксерском поединке, чем Хабиб. Но добавь к этому борьбу, и его ударка засияет, его защита, постоянная смена этажей и выбор момента атаки – все это крайне уникально. Поэтому считаю его ударку великолепной. На этом уровне нужно уметь все. Кое в чем он просто хорош, но в другом он реально очень и очень хорош. Переведено и озвучено командой True Gym. Поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски с UFC 254. Добра тебе и хорошего настроения!